Здравствуйте, дорогие телезрители! Сейчас мы собираемся на разведку трассы чемпионата по трофи-рейда Республики Саха-Якутия 2012. Чем вы сейчас занимаетесь? Ну, сейчас я спускаю давление в шинах. То есть, когда спускаешь давление в шинах, увеличивается площадь касания с почвой, и это значительно повышает проходимость. Сейчас, то есть, машина плохо ехала, да? Ну, недостаточно. Хорошо. Да. Здравствуйте, Дмитрий. Где мы сейчас находимся? В неизвестных землях. В настоящий момент идет подготовка к республиканскому чемпионату по трофи-рейдам, который будет 9, 10, 11 июня. Где мы находимся, не важно и неизвестно. Но главное, что где-то здесь будет проходить спортивные трассы. Вот мы этим сейчас как раз и занимаемся. Мы ищем более-менее места. Соответственно, у нас машины должны проходить, места должны быть реальные, но тяжелые. Потому что это все-таки спорт, и это чемпионат республики. Я заметил, что, как вы говорите, что это легкие такие, простенькие местечки, но для меня показалось, что это что-то вообще очень сложное. Машина вся грязная, застревала, можно таки сказать. Ну, в настоящий момент оттайка еще не началась, то есть он едет, да, грязи много, он скользит, он тяжело идет, но он вниз не зарывается, потому что там еще мерзло. А в июне картина кардинально поменяется, то есть оттайка уже практически максимально будет, да, и там, где вот мы сейчас ехали, просто буксуя, да, машина будет просто вставать. Еще станет теплее, земля больше оттает, воды в ложбинах, соответственно, прибавится. Ну, участников сейчас сложно говорить, сколько будет, но по, так скажем, смотря на предыдущие, то не менее 50 экипажей, как бы всех классов. Гости с Мирного собираются, с Ленска и с Благовещенска на чемпионат приезжают. А по сколько машин именно гостей будет? С Мирного на настоящий момент я знаю, что 2 машины готовятся, с Ленска я еще не знаю, сколько готовится, и с Благовещенска сколько машин тоже еще не в курсе. Ну, то, что как минимум 1 машина придет в Самарской области, это да. Как бы растет класс квадроциклов. Если их в прошлом году там было 5, да, там
7. Да, по весеннему кубку было По заметно. весеннему кубку заметно, да, там 15 квадроциклов приехало. Тем более с этого года они ездят уже подвое в целях безопасности, потому что они сейчас ездят так же, как машины в спортивном режиме, уже не в прогулочном, да, в тестовом. Для нас это все-таки новое. Ну, чтобы обеспечить безопасность прохождения трассы, только подвое. Интересный такой вопрос хочу вам задать. Будут ли сюрпризы для участников? Обязательно. Сюрпризов будет очень много. Плюс, ну, об этом сейчас рано говорить. Мы будем немножко менять формат наших традиционных соревнований. Они будут необычны. Ну, могу только единственное сказать сейчас заранее, это спринт. Спринт будет, конечно, синхронный, вот как на весеннем кубке ребята сделали. Вот он очень удачно, красиво, зрелищно. Ну и главное, самим участникам интересно. Я так понимаю, еще это только начало разведки трассы, да? Сейчас будет еще что-то, да? Да, конечно. Мы сейчас просто вот так веером ищем. У нас нету конкретной цели. Мы смотрим дороги, какие, где, как будем прокладывать. Все. Сейчас увидим, потом оценим, посмотрим на карте, как это выглядит. Потом уже, соответственно, будем ставить КП уже ближе к чемпионату. Сейчас просто разведка. Ясно. Ну, что могу вам сказать, дорогие телезрители? Следите за нашей передачей. Ну, трасса пока предполагает быть очень интересной. То есть есть несколько хороших рек, хороших бродов. Пока идет момент подготовки, сейчас очень высокая вода, но к чемпионату она должна сильно упасть. Мы все равно найдем как бы хорошие места, хорошую грязь и глубокие броды. Ну, сложна она, скорее всего, будет для людей, которые не готовились к чемпионату. То есть любой подготовленный водитель, кто хочет проехать, он обязательно проедет. Участвовать в чемпионате может любой, несмотря на степень подготовленности машины. То есть у нас есть несколько классов. Класс прото — это супер подготовленные машины, спорт — это подготовленные машины. И любой желающий может на абсолютно стандартном внедорожнике приехать поучаствовать. То есть все трассы различаются и специально сделаны под свои классы. Но для того, чтобы стать участником, необходимо в первую очередь изучить регламент соревнований. Регламент можно посмотреть на нашем сайте off-road.ekt.ru. То есть и в регламенте подробно расписана вся информация, то есть где будет происходить регистрация, когда и какие требования к машинам и участникам. Но пока где будет проходить и базовый лагерь — это засекреченное место, да? Да, место проведения пока секрет. Ехали обратно в город, попросили помочь вытащить
покрышки лысые, застряли здесь в колее. Вот. Наш экипаж помогает.